И к новостям спорта. 14 октября в Тарханах прошел волейбольный турнир среди ветеранов пограничной службы на призы Шумерлинского отделения общественной организации «Пограничное братство». Соревнования посвятили памяти и столетию генерала армии Вадима Матросова. Выдающийся военный руководитель генерал Вадим Александрович Матросов в течение 17 лет с 1972 по 1989 годы возглавлял пограничные войска СССР, принимал участие в укреплении советско-китайской границы, руководил боевой операцией в Афганистане. За выдающиеся заслуги Вадиму Александровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носит кадетский корпус, сторожевой корабль, застава на Северном Кавказе. В конце недели пограничники страны организовывали мероприятия в его честь. Ветераны пограничных войск из 6 районов республики встретились в Тарханах Шумерлинского района, чтобы словом и делом отдать дань памяти личности, на которую равняется нынешнее поколение защитников рубежей. Наш турнир будем проводить ежегодно. Сделали переходящий кубок. Я позволю себе его показать, чтобы вы видели, за что вы будете бороться. Он будет ежегодным. Годы службы на границе у многих присутствующих в зале пришлись на период руководства советского генерала. Среди них и глава администрации Шумерлинского района. Очень многие служили в этот период, и мне тоже пришлось служить в этот период в Забайкальском пограничном округе. То, что мы сегодня здесь создали пограничное братство, то, что оно развивается, и то, что мы проводим такие мероприятия, это вклад в патриотическое военное воспитание нашей молодежи. Молодежь, видя нас с вами, что мы сегодня боевые, что мы физически с вами крепкие, для них это должен быть очень достойным примером. Почетные гости не раз отмечали вклад пограничников города и района в патриотическое воспитание молодежи. А ветераны погранвойск Чувашии известны своими делами и за пределами республики. Честь, ответственность, смелость и взаимовыручка – далеко не все качества, которые отличают представителей этих войск. Слаженность и хорошая физическая подготовка пригодились всем районным отделениям пограничного братства. В качестве разминки – настольный теннис. Затем борьба за кубок соревнований. По результатам всех туров на волейбольной площадке 3-е место за ядринцами, 2-е у гостей из Канаша, а победителями турнира стали хозяева. Параллельно волейбольным баталиям ветераны-пограничники доказывали, что не растеряли тех навыков, которые приобрели во время службы на границе. Полевая стрельба выявила самых метких. Ими стали представители Канашского отделения пограничного братства Николай Кокарев и Максим Ильин. А лучшим стрелком стал шумерлинский пограничник Семен Андреев. Прошлое воскресенье